Инструмент крещ, как гласят предания, удмурты получили от верховного бога. И было это давно, когда мир едва создавался. Достались человеку два инструмента. Маленький – печи крещ для веселья, и быджим крещ, великий крещ для молений. Они и на свадьбах играли на этих инструментах, и на посиделках играли на этом инструменте. Но вообще-то это инструмент как бы для души. Вот вы же заметили, что у него такой очень нежный звук. Вот это передается, в общем, состояние души человека. И очень сильно торопите. Слушайте друг друга. К середине 20 века умеющих играть на креже, да и вообще видевших его, едва набралось без десяток. В начале 90-х стараниями ученых и педагогов инструмент возродили. Сделал первые образцы и вывел его на сцену и ижевчанин Сергей Кунгуров. А здесь, в Воткинске, на родине Чайковского, крещ прижился и, как шутят, даже пустил корни. По мнению педагога Сергея Трофимова, инструменту подвластна и народная традиция, и мировая классика. Если мы остановимся на этом уровне только народной музыки, я думаю, перспективы нам не видать. Поэтому мы сегодня играем музыку Иоганна Себастьяна Баха, мы сегодня играем музыку Петра Ильича Чайковского. В ансамблевом виде игры на крезе можно играть многое. На уровне других инструментов, скажем, балалайки, домбры, наш крез звучит ничем не хуже. А еще более можно сказать, что он звучит особенно. Он принес такую окраску в наш регион и вообще в музыкальную культуру мира, которой не было. И лирические песни очень хорошо слушаются, звучат на инструменте, и народные песни очень хорошо звучат на этом инструменте. С малышами, с ребятами из школы мы вообще делаем самые простые упражнения. По одному звуку играем, просто как-то вот меняем их. Но вот самые-самые простые. Даже в наших произведениях они где-то играют, где-то отдыхают, чтобы перестроиться на другую форму игры. Вот. А со студентами в колледже мы уже играем упражнения такие посложнее. И играть на нем очень было сложно, когда я училась. Там очень много струн, во-первых. И я сначала струны даже путала, еще не могла долго найти, а теперь уже я как бы учусь второй курс, на втором курсе уже, и как бы научилась уже играть. Очень инструмент звенящий такой. Чайковский. Старинная французская песня. В Воткинске благодаря педагогам и родителям сложилось особое отношение к народному инструменту. Можно говорить даже о преемственности. В обычной общеобразовательной школе учат малышей. Класс крежа есть в школе искусств и специальная программа здесь, в педагогическом колледже. Конечно, особая поддержка со стороны руководителей школы и училища. Если первый инструмент по преданию сделал сам создатель, то наш крещ рождается в земных муках в обычной воткинской квартире. Станислав Сергеевич и Дима Калистратовы стали мастерами волею случая. Друзья попросили Диму сделать инструмент, зная, что Калистратовы большие мастера по части яхт. Говорят, первые инструменты для детей родители даже пытались строгать сами. Такой острой была его нехватка и желание родителей учить своих детей. Сейчас с этим очень сложно. Во-первых, большинство сейчас древесины – это принудительная сушка.
Сейчас же и сушильные камеры существуют, все. А если конкретно заниматься этим, то это на каждый инструмент может не меньше 2-3 лет уйти. Древесина, она расположена к кораблению. Чем шире, например, мы возьмем досочку, она же гнется всегда по годовым кольцам. И поэтому тоже, когда делаешь набор, например, одну рею выбираешь, смотришь на расположение годовых колец и делаешь волной. Одна вот так прошла, другая так прошла. Вот, например, вот эти подставки, они делаются из дуба, потому что в них ворачиваются колки. Если другой материал слабый, то колки не будут держать это самое. Ну вот, так сказать, это вот у нас сделаны парадные, красивые самые, с головами лебедей. Да, по радио, по телевидению вот даже не присутствуешь, сразу слышно уже это именно наш струнный инструмент. На слух уже сразу определяем, что это наши инструменты. Когда мы начали это дело строительства делать, то у нас вот такого инструмента специализированного, что узкий и с длинным захватом в магазинах не купить. И первые вот деки крези, для крези склейки, у меня жена ходила по всему подъезду и собирала мясорубки. Ну вот, потом забывали вовремя отдавать, нас даже ругали иногда. Вера Дмитриевна, жена и мама наших мастеров, свидетель того, в каких трудах создается крещ. Муж надо мной иногда подшучивает. Он говорит: я, говорит, пилю, а ты меня еще больше пилишь. Вот в этом и есть процесс. И шутка, и вроде бы трудность при изготовлении этих инструментов. Потому что пыль – это естественно, стружка – это естественно. Но результат – это прежде всего. И самое главное, вы знаете, очень приятно, когда из ничего, когда ничего нет, постепенно появляется инструмент, который даже в руки возьмешь, и то он уже в руках звучит. Вот по досочке ударишь, а он поет. И... Путем проб и экспериментов Калистратов и Сергей Трофимов значительно усовершенствовали старинный инструмент. А еще один самоотверженный человек, Владимир Карепанов, в свое время разработал даже особую методику, как преподавать инструмент в детской музыкальной школе. Спасибо. Ну, приготовились еще раз. Раз, и, два, и раз. Прообраз этого инструмента, пыш-крещ, в переводе «гусь и лодка», был найден археологами. Точнее, от него оставались только костяные подставки под струны, что пролежали в земле более 1000 лет. Ученые сделали приблизительные чертежи, а Станислав Калистратов решился восстановить этот инструмент. Ну, сколько мы с сыном сделали, их 3 штуки. Работа не приведи, Господи. Потому что вот каждую вот речку, например, вот ведешь, она ее потом искривляется. Это самое. Поверхность криволинейная, значит, следующее, если нужно приклеивать, это надо подгонять каждое это самое. Я, можно сказать, когда 3 штуки сделал, я сатанел, сказал, что сын, если еще кто-то скажет сделать, я 2 года не прикоснусь с ним. Очень тяжело, очень тяжело. Великий крещ, быть Джим Крещ, что играл на молениях, имел одну особенность. Есть этот секрет и в инструментах воткинских мастеров. Ставятся еще 2 дополнительные струны для резонанса. Вот, например, каждый знает, что когда звук хочешь погасить, прижимаешь струну. Вот просто простой эксперимент. Вот они сейчас звучат, я прижимаю, звук пропадает. Но если узнать, как они работают, например, вот, и звон продолжается. Это вот работают сейчас внутренние струны. Эти струны передают свое колебание на эту стенку, и эта стенка звучит как рупор, как мембрана, усиливает, облагораживает звук. Ну и венец всей этой деятельности – покрытие морилкой, лакирование лаком. И вот такая у нас получается вещь. Раз, и, два, и. Ученики Сергея Трофимова и всех воткинских педагогов играли на самых престижных сценах. Но главная гордость учителей, что дети уезжают с инструментом в обычные сельские школы. А это значит, крещ, не побоимся пафоса, вновь вернется в народ. Вернется благодаря многим энтузиастам, директорам школ, мастерам и учителям музыки.
Мелодия, заставляющая плакать и веселиться, создается обычным человеком здесь, на земле. Ольга Трофимова проводит урок. Ученики занимаются всего пару месяцев. Выучили 2 мелодии, но уже есть любимые темы. Нравится мне. Чего? Ну, она легче всего играется. И мне нравится вот в конце, как мы играем по 2 раза. У меня тема. Ну, вот. Вот эти вот собери. Вот так. Вот. Вот так вот пальчики присели. Да, у Никиты правильно. Давайте еще раз с бряцанием. Сразу же вместе со мной. 3, 4. Издавна, когда была земля с небом очень близко, что женщины дотягивались руками до неба, им вешали на небо грязные пеленки, то Кылдыщин рассердился на женщин и поднял небо повыше. И все люди стали плохо жить. У них несчастья стали происходить. Но Кылдыщин пожалел людей и создал для них инструмент крещ и отпустил на землю. Через этот инструмент люди как бы играли на инструменте, и свои думы они передавали на небо.